Здравствуйте, дорогие телезрители! Вот и пришло время для обсуждения конкретных проблем отопительного сезона, касающихся практически каждого горожанина. Продолжу свой так называемый допрос с пристрастием, начатый в предыдущей передаче, следующими вопросами. Вы, конечно же, знаете, что качество коммунальной услуги по отоплению жилого помещения признается надлежащим при соблюдении несложного перечня условий. В нашей климатической зоне с температурой наружного воздуха не ниже минус 31 градуса Цельсия в течение 5 дней подряд и при условии выполнения мероприятий по утеплению дома должно обеспечиваться бесперебойное круглогодичное отопление всех жилых комнат в течение отопительного периода. Допустима продолжительность перерыва отопления не более 24 часов суммарно в течение 1 месяца. В случае аварии в отопительной системе продолжительность перерыва отопления должна быть не более 4 часов единовременно при температуре воздуха в жилых помещениях от 8 до 10 градусов Цельсия и не более 16 часов единовременно при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 градусов Цельсия до нормативной температуры. Вопрос. Какая температура воздуха в жилых помещениях считается нормативной для Чувашии? Плюс 17, плюс 18, плюс 20, плюс 22, плюс 24 градуса Цельсия. Сразу же подскажу правильные ответы, подсмотренные мною в правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Их в просторечии мы называем правилами 354. В климатической зоне с температурой наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92, минус 31 градусов Цельсия и ниже, нормативная температура воздуха в жилых комнатах плюс 20 градусов Цельсия, в угловых комнатах плюс 22 градуса Цельсия. Допустимое превышение нормативной температуры не более 4 градусов. Температура воздуха плюс 24 градуса Цельсия означает нарушение санитарных правил и норм и значит перетоп. Допустение снижения нормативной температуры в ночное время суток не более 3 градусов Цельсия. Это значит плюс 17, а в угловых комнатах плюс 19 градусов. Это нормальная для ночного времени температура воздуха для жилых комнат. В остальное время суток с 5 часов утра до полуночи снижение температуры воздуха в жилых помещениях не допускается. В правилах 354 оговаривается, что измерение температуры воздуха в жилых помещениях осуществляется в комнате при наличии нескольких комнат в наибольшей по площади жилой комнате. В центре плоскостей, отстоящих от внутренней поверхности наружной стены и обогревающего элемента на 0,5 метра, и
в центре помещения, точке пересечения диагональных линий помещения, на высоте 1 метр. При этом измерительные приборы должны соответствовать требованиям стандартов, быть с истекшими сроками поверки. Есть ли смысл измерять температуру поверхности отопительных приборов, труб, радиаторов, жаловаться на ледяные батареи, на трубы отопления, в которых вода холоднее парного молока? Из предыдущих ответов ясно, что качество услуги по отоплению оценивается температурой воздуха в жилом помещении, а не температурой теплоносителя во внутридомовой системе отопления. Поэтому теплотехники управляющей организации и МПУК ЖКХ при проверке жалоб жильцов в квартире не будут тратить время на замеры иных температур, кроме температуры воздуха, и будут правы. Тем более, что правило 354 предоставляет им для прибытия в квартиру, для замера параметров отопления квартиры до 2 часов времени после получения вызова собственника помещения. А этих 2 часов более чем достаточно для приведения температуры теплоносителя воды в систему отопления в норму. Теплоснабжающая организация не будет интересовать, вынужден ли был потребитель услуги по отоплению использовать для отопления комнаты или квартиры дополнительные приборы отопления или нет. Этот факт в актах проверки обычно и не упоминается. Собственникам и пользователям помещения в многоквартирном доме нет смысла жаловаться на холод в квартирах или требовать чего-то существенного от своей управляющей организации или МПУК ЖКХ, если они сами не выполняют требований части 4 статьи 12 Федерального закона об энергосбережении от 23 ноября 2009 года номер 261 ФЗ о включении в перечень требований к содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности многоквартирного дома, включение в размер платы за содержание жилого помещения своих расходов на их проведение. Если в договоре управления дома никуда же от него не деться, не оговорена обязанность управляющей организации заключить с ресурсоснабжающими организациями энергосервисных договоров, контрактов, обеспечивающих снижение объема используемых в многоквартирном доме энергетических ресурсов, в том числе и тепловой энергии, то управляющая организация с чистой совестью будет ссылаться на отсутствие средств. Снова вернусь к печке, сейчас уже реальной, котельной, которая обеспечивает подачу тепловой энергии для отопления многоквартирного дома. Теплоносителем в городе служит вода, и теплоснабжающая организация МПУК ЖКХ обязана поставлять ее управляющей организации до границы балансовой принадлежности внутридомовой системы отопления с соблюдением условий договора теплоснабжения, заключенного с управляющей организацией. Отношения МПУК ЖКХ и управляющей организации регулируются федеральным законом о теплоснабжении от 27 июля 2010 года номер 190 ФЗ
и правилами организации теплоснабжения в Российской Федерации, утвержденными постановлением правительства Российской Федерации. Вот здесь вступают в силу требования к параметрам теплоносителя, температуре воды и давлению в подающем трубопроводе. Правило 354 по вполне понятным причинам ограничивает давление во внутридомовой системе отопления с чугунными радиаторами не более 6 килограмм силы на квадратный сантиметр, это 6 атмосфер, с иными радиаторами, панелями, калориферами и приборами отопления не более 10 атмосфер. Но во внутридомовой системе с любыми приборами отопления оно не менее чем на пол атмосферы должно превышать статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем. Надо помнить, что самовольный слив воды из системы отопления приводит к нарушению последнего требования и ее завоздушиванию, то есть нарушению циркуляции теплоносителя. Как видим, без контроля за давлением в отопительной системе и установления причин его несоответствия нормативным требованиям невозможно правильно определить виновника ненадлежащего качества коммунальной услуги по отоплению всего дома. Им вполне могут оказаться сами жалующиеся на холод в квартирах. Следующий вопрос, на который мы должны уметь отвечать. Соответствует ли температура теплоносителя в подающей трубе на границе эксплуатационной ответственности температурному графику? Температурный график системы отопления должен составляться теплоснабжающей организацией. У нас МП УК ЖКХ. Как для теплосети на выходе из котельной, так и для трубопроводов непосредственно на входе в систему отопления дома. В них указывается необходимая температура теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха, обеспечивающая поддержание в жилых комнатах оптимальной температуры 20-22 градуса Цельсия. Она должна быть согласована с администрацией города. Без таких графиков котельные МП УК ЖКХ не могут получить паспорт готовности к отопительному сезону. Значит, они имеются. А вот доступны ли эти графики для собственников помещения в конкретном многоквартирном доме, где кроме МП УК ЖКХ они могут с ней ознакомиться? На этот вопрос я могу ответить только отрицательно. А в МП УК ЖКХ из-за коронавируса доступ жестко ограничен. На информационных стендах управляющих организаций и их официальных сайтах температурные графики никогда и не размещались. Поэтому в качестве примера для наглядности приведем один из доступных в интернете температурных графиков. Вот как он выглядит. Тут начинается температура наружного воздуха плюс 12, то, что у нас уже было в этом году, и заканчивается температурой наружного воздуха минус 28. Это температурный график, так называемый 95/70. Для обеспечения нормативной
температуру воздуха в помещениях многоквартирного дома, управляющая организация на входе в дом должна получать от теплоснабжающей организации теплоноситель с температурой не ниже плюс 57 градусов при температуре наружного воздуха минус 2 градуса, вот это здесь можно найти, вот оно минус 2, тут 57 градусов. И 70 градусов при температуре наружного воздуха минус 11 градусов и так далее. Так как параметры теплоносителей и требования к составлению температурного графика установлены приказом Минстроя России, то большой разницы между графиками для котельных на БАМе или в северном микрорайоне города быть не может. В идеале в каждом температурном графике, каждый температурный график должен быть размещен в доме рядом с общедомовым прибором учета отопления. И тогда работники управляющей организации и члены совета многоквартирного дома, имеющие доступ к этому прибору учета, без труда могут определить, соблюдает ли теплоснабжающая организация в данный момент свои обязательства по договору поставки тепловой энергии на отопление МКД или нарушает их. О других факторах, являющихся причинами ненадлежащего качества коммунальной услуги по отоплению, придется поговорить во время следующей передачи. А пока спасибо за внимание. Желаем всем тепла в доме и крепкого здоровья, бодрого настроения. До свидания.